А сейчас продолжим эфир обзором спортивных, экономических событий и чрезвычайных происшествий, осветить которые мне помогут коллеги. Начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сейчас находится на отметке 63 рубля и 94 копейки, евро 69 рублей и 76 копеек. Самые выгодные предложения по обмену доллара в Якутске сегодня предлагает Банк Восточный. Покупает за 63 рубля 20 копеек, а продает за 63 рубля и 65 копеек. Обмен евро. Все выгодные предложения снова за Восточным. Покупает европейскую валюту за 69,15, а продает за 69 рублей и 47 копеек. Двигаемся далее. В рамках нового проекта нефтегазовой компании «Роснефть» по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути будет создано порядка 100 тысяч новых рабочих мест. Об этом заявил глава корпорации Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Проект называется «Восток Ойл». Ресурсная база на данном этапе порядка 5 миллиардов тонн нефти. Общий объем инвестиций в этот проект на весь период реализации составляет более 10 триллионов рублей. Кроме того, на встрече с президентом Сечин поделился итогами работы компании в 2019 году. Уровень добычи сырья остался на уровне предыдущего года и составил 285,5 миллионов тонн углеводородов. Она осталась на уровне 2018 года. Как раз ограничения ОПЕК плюс мы выполняли, и это привело к сдерживанию, некоторому сдерживанию добычи, но это повлияло на ценовые параметры на рынке. Объем инвестиций в прошлом году составил, как и предполагалось, почти триллион рублей. Компания продолжает сохранять лидирующее положение по удельным капитальным затратам нефтегазодобычи. Сибирская сервисная компания выполнит буровые работы в районе трубки «Удачная». Такой договор заключен с «Алроса». Сумма контракта составила 1 миллиард 328 миллионов рублей. Более подробно расскажет Нюргуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Нюргуяна, а для чего проводятся подобные работы? Василий, как следует из материалов тендера, работы будут проводиться на объектах Среднекембрийский и Нижнекембрийский юго-восточный. Бурение включает комплекс геофизических и гидрогеологических исследований. Они предназначены для определения возможности обратной закачки дренажных вод трубки «Удачная» с целью их утилизации. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям одобрил налоговые льготы для инвесторов в Арктике. Поправки в налоговый кодекс предусматривают оптимизацию обложения налогом на добычу полезных ископаемых для организаций, добывающих углеводородное сырье на новых морских месторождениях. Законопроект также устанавливает нулевую ставку НДПИ при добыче газового конденсата совместно с горючим природным газом, добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного природного газа или для производства нефтехимической продукции. Создание новой авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке будет дороже, чем организация такой авиакомпании на базе существующего перевозчика. Об этом сообщил замминистра транспорта России Александр Юрчик. На данный момент известно, что рассматривается вопрос создания такого перевозчика на базе 2 дальневосточных компаний. Напомним, правительство Якутии предложило рассмотреть авиакомпанию «Якутия» как перевозчика, на базе которого будет создана новая авиакомпания. На эти же цели претендует дочка Аэрофлота авиакомпания «Аврора». В продолжение темы Минвостокразвитие, Минтранс и власти регионов сейчас прорабатывают маршрутную сетку дальневосточной авиакомпании и определяют необходимое финансирование. Завершить эту работу и сформировать заявку для Минпромторга планируется до конца февраля. Отметим, что создание авиакомпании для Дальнего Востока поможет решить одну из самых острых проблем макрорегиона – улучшить транспортную доступность территорий. Развитие местных перевозок остается важным для Дальнего Востока, так как из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры воздушное сообщение является самым удобным, а часто и единственным способом добраться до отдаленных населенных пунктов.
В Якутии планируют построить более 60 многоквартирных домов для реализации потребностей жителей в новом жилье, в том числе семей, планирующих получить льготную ипотеку под 2%. Строительство в Якутске планируется начать в течение текущего года. При строительстве будут использованы внебюджетные источники финансирования. Это банковские кредиты и реализация квартир по договорам долевого участия. Как считают в региональном Минстрое, строительство позволит сдерживать рост стоимости квадратного метра и покрыть спрос на квартиры, которых не хватает. Ну а что касается цен на жилье, согласно данным Росстата, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья по Якутии по сравнению с прошлым годом увеличилась до 8% и составляет более 80 тысяч рублей. Стоимость жилья на первичном рынке в Якутске колеблется в диапазоне от 71 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Глава Якутии Айсан Николаев поручил сократить сроки подключения к газу субъектов малого и среднего предпринимательства к концу 2020 года. Накануне глава региона рассмотрел итоги финансово-хозяйственной деятельности Сахатранснефтегаза и планы на ближайшую перспективу. В ближайшие годы компания планирует развивать рынок газомоторного топлива, начать производство сжиженного природного газа и расширить минерально-сырьевую базу. В этом году компания ожидает снижения поставок из-за уменьшения потребления газа Якутскэнерго и теплоэнергия. Также Сахатранснефтегаз планирует провести геолого-разведочные работы на Улугурском и Эрджейском участках недр, расширить минерально-сырьевую базу на Отрадненском, Среднетюгинском месторождениях. Компания «Алроса» в этом году планирует обновить топографические планы на всех карьерах. Для их мониторинга ранее всегда использовались вертолеты и пешие исследования с помощью GPS и тахиометра. Теперь все измерения будут производить с помощью беспилотника. Скорость полета беспилотника доходит до 120 км в час. Он способен набирать высоту до 5000 метров и производить 3 часа беспрерывной съемки. Работать он может в условиях до минус 50 градусов. На основе проделанных фотографий получается картографическая съемка крупных масштабов. Отметим, что беспилотник был приобретен в Ижевске. Его стоимость с учетом обучения специалиста составила 3 миллиона рублей. Опыт реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности Якутии признали положительным и рекомендовали другим субъектам Федерации. Такие итоги были подведены на заседании рабочей группы Госсовета страны. Лидирующее положение Якутии отметили среди всех субъектов по суммарной стоимости энергосервисных контрактов. Отметим, что наряду с республикой был признан положительный опыт Татарстана, Тюменской и Нижегородской областей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, у меня на этом все. Тебе Спасибо, слово. Нургуяна. Ну а мы двигаемся далее. За сутки через аэропорт Якутска прошли более 2000 пассажиров. Безопасность граждан на территории аэровокзала обеспечивают сотрудники транспортной полиции. Они первыми встречают заходящих в здание возле рамки металлоискателя. Это первый пост, на котором несут службу сотрудники правопорядка. Именно здесь выявляется больше всего правонарушений. Второй пост – это паспортный контроль, где проверяются документы улетающих граждан. Сотрудники, которые не стоят на постах, они непосредственно находятся на маршруте патрулирования. И безостановочно ходят, наблюдают, пресекают административные правонарушения, такие как распитие алкогольных напитков в неположенных местах. Выявляют лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. Но мошенники не дремлют и продолжают свою активную деятельность в интернете. На этой неделе 2 жителя столицы лишились денег, поверив лжепродавцам с сайтов бесплатных объявлений. Один лишился 24,5 тысяч рублей, другой – 10 тысяч. Подробности расскажет Александр Хавренко. Александр, что известно о деталях преступления? Расскажи подробнее. Молодой человек хотел приобрести автомобиль, а женщина хотела купить щенка. Оба внесли предоплату, и с того момента, как деньги были переведены, продавцы перестали выходить на связь. Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. 2 жителя столицы стали жертвами мошенников в интернете. В первом случае 19-летний молодой человек нашел объявление на сайте о продаже автомобиля Toyota Prius за 210 тысяч рублей. Покупатель позвонил по указанному в объявлении номеру. Лжепродавец сообщил, что автомобиль находится в Алдане, и осмотреть машину можно будет завтра в Якутске. Потерпевший и продавец договорились о внесении предоплаты в размере 24,5 тысяч рублей. После того, как заявитель перевел деньги на карту мошенника, продавец автомобиля перестал отвечать на звонки. Во втором случае потерпевшая на бесплатном сайте Юла нашла объявление о продаже щенка за 10 тысяч рублей.
Связавшись с продавцом, 23-летняя жительница Якутска перечислила деньги через систему оплаты покупок в сервисе Юла. Далее все по известному сценарию. Продавец перестала отвечать на звонки. Нерингринские полицейские задержали подозреваемого в краже. Неоднократно судимый житель Нерингри украл у своего случайного знакомого ноутбук и мобильный телефон общей стоимостью 38,5 тысяч рублей. После знакомства потерпевший пригласил злоумышленника к себе домой для совместного распития алкоголя. В ходе застолья хозяин квартиры уснул, а гость, воспользовавшись этим, покинул квартиру, прихватив с собой ноутбук и телефон. В этот же день он сбыл похищенное неизвестному лицу, а вырученные деньги потратил на алкоголь и продукты питания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый заключен под стражу. По результатам проверки прокуратуры Вилюйского района возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Прокуроры установили, что в марте 2018 года между администрацией Вилюйского района и одним из обществ с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на устройство термостабилизации грунтов в основании строительства Дворца культуры. Сумма контракта составила более 9 миллионов рублей. Впоследствии между сторонами подписаны акты приемки выполнения работ, на основании которых администрация района оплата подрядчику по контракту произведена в полном объеме. Согласно материалам проверки прокуратуры, сметная стоимость работ по муниципальному контракту, отраженная в актах о приемке выполненных работ, завышена на сумму более 1 миллиона рублей. Путем использования подрядчиком для принудительного промораживания грунта, не предусмотренных проектной документацией и не отвечающих установленным требованиям материалов. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Прокурор Булунского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в убийстве. В начале октября 2019 года подсудимый в ходе совместного распития алкоголя с одним из младших братьев-близнецов в результате ссоры на почве ревности принес из дома ружье и выстрелил в голову брата. В результате ранения потерпевший скончался на месте происшествия. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. А прокуратура Устьянского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия. В июне 2019 года подсудимая, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанесла своему супругу удар ножом в грудь. В результате причинила тяжкий вред здоровью. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил женщину с учетом смягчающих вину обстоятельств к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Полиция Тюмени завела административное дело в отношении 17-летнего школьника. Молодой человек по имени Николай вместе с друзьями снял пранк и выложил видео в соцсети. На кадрах видно, что один молодой человек падает на землю, а двое других в костюмах химзащиты накрывают его синей тканью и оцепляют место происшествия красной лентой. При этом подростки, общаясь между собой, говорят, что у упавшего коронавирус. Позднее сотрудники правоохранительных органов установили личность подростка, разместившего ролик. Поиски других участников инсценировки продолжаются. В отношении подростка завели административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Молодой человек не стал комментировать возбужденное дело. «Я буду снимать такие ролики, которые не заинтересуют правоохранительные органы», — сказал юноша. Молодой человек отметил, что основной целью пранка было желание привлечь новых подписчиков. Кроме того, Николай добавил, что хотел вызвать у людей удивление, чтобы они обратили на нас внимание. В начале недели из-за подобного пранка были задержаны молодые люди в Москве. Они снимали ролики с якобы больным коронавирусом в столичном метро. Шутка обернулась возбуждением уголовного дела. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Василий, на этом у меня пока все. Да, Александр, спасибо за информацию и держи нас в курсе. Патриотический челлендж «Рингтон Победы» продолжает набирать популярность не только в Якутии, но и за ее пределами. Кто вместо модных мелодий на телефоне уже поставил песню военных лет, расскажет Полина Долинская. 4 февраля генеральный директор национальной вещательной компании «Саха» Олег Марков запустил акцию, посвященную 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне «Рингтон Победы». Вместо модных мелодий на телефоне звучит песня военных лет. Первый вызов был брошен директору телеканала из Омска Артему Серову.
Я принял вызов от своего коллеги, директора НВК Саха-Якутия Олега Маркова. Вслед за первым ответом к акции начали присоединяться жители нашей республики. Я передаю главе муниципального образования Чурапчинский улус Наговицыну Андрею Тимофеевичу и главе муниципального образования Алданский район Позднякову Северину Николаевичу. Главе муниципального образования город Алдан Александру Лукичу Бугай. Ну и всем директорам детско-юношеских спортивных школ. Молодежь села Хатасы! Участвуем в акции «Рентон Победы!» Флешмоб начал набирать обороты, и к нему стали присоединяться библиотекари, блогеры и эстрадные исполнители. Передаем челлендж нашим друзьям библиотеки Смарт и второй школе. Хочу передать свою эстафету блогерам. Я отправляю этот челлендж своим друзьям Анатолию Кирилловну Толе Чеке, своей подруге Гале Виноград и директору российского филиала магазина Nature Republic Дмитрию Ким. Присоединиться к акции «Рентон Победы» может каждый. Для этого необходимо установить на своем телефоне в качестве мелодии одну из песен военных лет. Скачать ее можно из iTunes или любого сайта для владельцев андроидов, либо на сайте телеканала «Якутия-24». Военные песни, как дань памяти героям Великой Победы. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск. Переходим к мировым новостям. Во вторник родился 100-миллионный египтянин. Но стремительный рост населения, по мнению экспертов, создает проблемы для многих арабских и африканских стран. Их экономические возможности не позволяют обеспечить всех нуждающихся жильем и средствами к существованию. Рождаемость – добро или зло для Египта, разбирался Сергей Берец. На табло, установленном на здании Центрального бюро национальной мобилизации и статистики Египта, появилась цифра 100 миллионов. Такова теперь численность населения страны. Но для политиков и экономистов это скорее повод для беспокойства, чем для радости. Такую точку зрения уже высказывал президент Абдель Фатах Аль-Сиси, а теперь повторил глава статистического ведомства Хайрат Баракат. Проблема роста населения – один из самых острых вызовов, стоящих перед египетским государством. Она столь же опасна, как терроризм. При таком быстром росте никакие планы развития не будут успешными. Ни один экономический проект не принесет пользы. Потребность Египта в новых школах, больницах, жилье становится все насущнее, поскольку ежегодно здесь появляется на свет 2,5 миллиона новых граждан. 97% людей живет вдоль Нила на 8% территории. Плотность населения здесь достигает 1400 человек на квадратный километр. Власти утверждают, что им удалось замедлить темпы роста коэффициента рождаемости. Благодаря кампании «Двое достаточно». Министерство социальной солидарности готовит кадры волонтеров, которые ведут агитацию в пользу сокращения числа детей в семьях. Очередное извержение вулкана на острове Реюньон началось в понедельник. Вид потоков огненной лавы, стекающей по склону, привлекло местных жителей и туристов, несмотря на смертельную опасность. Извержение вулкана Питон-де-ля-Форнес на французском острове Реюньон в Индийском океане – зрелище нередкое, но всегда завораживающее. Всякий раз, когда из жерла вырываются столбы дыма, а по склонам начинает течь огненная лава, у подножия горы собираются местные жители и туристы. Большинство выдерживают безопасную дистанцию, но Дидье и его товарищи, любители пеших прогулок по бездорожью, натерпелись страху. Когда мы сидели на кромке кратера, ощутили подземный рокот. Но что еще хуже, внутри него вниз покатились камни. Мы заволновались, но не думали, что случится что-то еще, как вдруг потекла лава. Зрелище было впечатляющим, а звук просто жуткий. Все бросились бежать. Лучшая смотровая площадка расположена на обочине национальной автомагистрали номер 2, что тянется вдоль побережья. Осенью прошлого года поток лавы застыл в 250 метрах от трассы. Особенно эффектно извержения выглядят ночью, поэтому в темное время зрителей собирается даже больше, чем днем.
А в одном из мексиканских зоопарков месяц назад появились на свет трое детенышей льва. Сейчас месячные малыши здоровы и хорошо себя чувствуют. Артем Сторонов о том, почему событие привлекло внимание общественности. Радостное событие произошло в зоопарке мексиканского города Чолула-де-Ривадавия на юге страны. 10 января здесь появились на свет трое львят. Сейчас 2 самцам и 1 самке уже месяц. По словам смотрителей, они здоровы и прекрасно себя чувствуют. Их родители, Нала и Уоллес, хорошо заботятся о своем потомстве. Львы – это плотоядные млекопитающие, и взрослые особи могут съесть до 32 килограммов мяса за несколько часов. Но пока что они еще детеныши и питаются смесью для выкармливания котят. Из всего семейства кошачьих львы наиболее социальные, потому что в природе живут прайдами. Имена львятам не придумали, поскольку здесь они надолго не останутся. Как только малыши достаточно подрастут, их отправят в другие зоопарки для участия в программе по восстановлению численности вида. Возвращаемся к новостям нашего региона. Активный нерюнгринец Кискил Сафронеев занимается блогерством. Ведет проект «Мы из Нерюнгри». В чем суть проекта и чем еще занимается молодой нерюнгринец, об этом нам расскажет Екатерина Павлова, которая сейчас на прямой связи. Екатерина, здравствуй. Расскажи, в каком направлении еще работает Кискил? Да, здравствуй, Вася. Блогер сегодня – это все-таки просто хобби или новое направление 21 века, позволяющее позиционировать себя как личность, раскрывать свои таланты и проводить социальные эксперименты. Все же второе. Сегодня жизнь блогера – это часть реалити-шоу, в рамках которого он может проводить различные социальные эксперименты, делиться своими переживаниями и узнавать ответы на них у своих подписчиков. А сегодня с нами находится активный нерюнгринский Кискил Сафронеев, который буквально недавно начал заниматься блогерством. И мы хотим узнать его, какова его основная цель. Кискил, здравствуй. Расскажи, пожалуйста. Всем привет. Расскажи, пожалуйста, как давно ты начал заниматься блогерством и что послужило причиной этому? Я и моя команда начали буквально до Нового года. Задумывались об этом. Потом решили 2 января уже снимать первый наш ролик, и это было основано на социальный эксперимент. Ну скажи, пожалуйста, что именно вы снимали и что хотели показать этим? Социальные эксперименты, у нас 3 разных рубрики. Это социальный эксперимент, пранки и разбор малого и среднего бизнеса. Для чего это мы снимаем? По всему миру развивается именно блогерство, и мы хотели бы показать именно наш город, какие люди здесь живут, какие отзывчивые люди здесь живут, и какие предприниматели, хотели показать именно какой народ. Хорошо, а мы знаем, разбор предпринимательства, ты тоже занимаешься предпринимательством, проводишь квесты. Скажи, пожалуйста, как давно ты начал этим заниматься и что здесь именно проходит? Индивидуальным предпринимательством я занялся именно с 2015 года и не мог найти себя. В прошлом году, ровно год назад, мы начали продвигать именно предоставление услуг квест-комнат. Это тоже в наши дни, скажем так, уникально и один из видов досуга. Я как человек, который любит дарить именно эмоции, именно занялись квест-комнатами. Потому что в квесте даже словами не передать, как они оттуда выходят, и этим наблюдать и вести игру – это бесценно. Спасибо большое, Кискил, за такую интересную беседу. И хотелось бы воспользоваться моментом и поздравить свою жену с днем рождения именно сегодня. Спасибо, что ты всегда со мной именно в плане поддержки, и желаю тебе самого главного здоровья. Спасибо.
На такой позитивной ноте мы завершаем наш прямой эфир. Сюжет из Кискили Сафронееве ждите сегодня на Якутия-24. Да, Екатерина, спасибо. А теперь мы переходим к теме животных. Соня – собака породы французский бульдог, разделяет с владельцем увлечение скейтбордингом. Они катаются на треке в Челябинске. Приходят туда регулярно, но не слишком часто, чтобы у четвероногой спортсменки не пропало ощущение азарта и не страдали лапы. Сергей Берец с подробностями. Пятилетняя Соня – собачка мало того, что умная, но еще и весьма спортивная. Вместе с хозяином Дмитрием она мастерски рассекает на роликовой доске. В теплое время года в скейт-парке, зимой на крытом треке. Соня не просто стоит и едет, а сама запрыгивает на снаряд и разгоняется, отталкиваясь лапами. Дмитрий рассказывает, что преподнес щенка в подарок жене на день рождения. Она обожает французских бульдогов. Сам он давно катается. Дома повсюду скейтборды, которые привлекли внимание маленькой Сони. Хозяин стал тренером и напарником для своей воспитанницы, но старается не перегружать ее. Катаемся приблизительно раз в неделю, не чаще, чтобы, может быть, 2 раза в неделю, чтобы у собаки была возможность отдохнуть от катания и почувствовать азарт такой, да, то есть чтобы это не превращалось в рутину. Есть еще одно соображение. Доска покрыта наждаком, и от частого катания у собаки могут стираться подушечки на лапах. Очевидно, что азарта Соне не занимать. Порой она приходит в такое возбуждение, что старается прихватить скейтборд зубами. Поговорим о спорте с участием людей. 3-й раз подряд и 6-й раз в истории турнира московский «Спартак» вышел в плей-офф континентальной хоккейной лиги во время встречи красно-белых с магнитогорским «Металлургом». Результат игры – счет 4-2. Подробнее об этом расскажет Полина Долинская в обзоре спортивных событий. Полина, а чем еще запомнилась игра? Здравствуй, Василий. Игра действительно была значимой не только для 2 хоккейных клубов, но и самой организации мероприятия. Перед игрой состоялась церемония чествования 2-кратного олимпийского чемпиона СССР, который играл в составе «Спартака» Бориса Майорова. Ему в этот день исполнилось 82 года. Именинник вышел на лед вместе с президентом Федерации хоккея и под овацией болельщиков произвел символичные вбрасывания. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Московский «Спартак» победил магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата. Результат встречи 4-2 в пользу красно-белых. Тем самым «Спартак» гарантировал себе участие в плей-офф континентальной хоккейной лиги. «Металлург» же пытается пробиться в 8 лучших команд Восточной конференции. «Спартак» набрал 70 очков в 56 матчах и занимает 5-е место в таблице Западной конференции за 6 игр до окончания регулярного чемпионата. В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Металлург» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком». Оба матча пройдут 13 февраля. Продолжаем обзор хоккейных игр. Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Сергей Толчинский и Алексей Марченко. У проигравших единственная шайба на счету у Тайрати. В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает занимать 1-е место, набрав в 56 матчах 86 очков. «Торпедо», имея в активе 58 очков после 56 игр, идет 8-м. В следующем матче ЦСКА примет «Борис» из Нур-Султана. «Торпедо» на своем льду сыграет с санкт-петербургским «СКА». Обе встречи пройдут 13 февраля. Результаты других матчей игрового дня следующие. Новосибирская «Сибирь» уступила пекинскому клубу «Кунлунь» со счетом 0-3. Салават Юлаев «Адмирал» 3-0 в пользу уфимцев. «Нефтехимик» «Локомотив» 4-3. Подольский «Витязь» обыграл клуб «Сочи» со счетом 2-1 в овертайме. «Юкерит» «Трактор» 3-2. «СКА» одержал победу у хабаровского «Амура». Результат встречи 3-2. По результатам жеребьевки женская сборная России попала в группу А Кубка Федерации по теннису. Соперниками станут команды Венгрии и Франции. В группе Б сыграют команды Австралии, Белоруссии и Бельгии. В группе С сборные Испании, Словакии и США. В группе Д теннисистки из Германии, Чехии и Швейцарии. Финальный раунд Кубка Федерации пройдет с 14 по 19 апреля в Венгрии. Лучшие команды по итогам группового этапа выйдут в полуфинал. Финалисты получат право на участие
участие в решающем раунде следующего турнира. Матчи будут состоять из 2 одиночных и 1 парной встречи. Первый боец из Якутии, который выступил в организации UFC, больше не получит боев в самом известном турнире по смешанным единоборствам. Дебют Григория Попова в UFC состоялся в июне прошлого года. Якутянин выступил на турнире, досрочно проиграв экс-претенденту на титул Эдди Уайлденду. В ноябре Попов вбился в предварительном карде турнира UFC в Москве. В равном поединке он уступил раздельным решением судей Дэви Гранту. После 2 неудач в UFC приняли решение прекратить сотрудничество с 35-летним спортсменом. Всего в смешанных единоборствах боец легчайшего веса провел 17 поединков, победив в 13 из них и 4 раза проиграв. Также в UFC приняли решение отчислить Джуниора Албини, Калиндру Фария, Фрэндона Дэвиса, Бена Сандерса, Натана Коа, Даниэла Шпица и Сон Джен Суна. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Василий, передаю тебе слово. Обзор спортивных событий провела моя коллега Полина Долинская. Ну а мы переходим к теме погоды. Сегодня по якутским поверьям у быка холода ломается первый рог. Издревле зиму в Якутии связывают с мифическим быком холода. По преданиям, его рога источают холод. В конце прошлого года перед площадкой столичного кинотеатра «Центральный», как все мы помним, была возведена скульптура быка холода, автором которого является Анатолий Богословский. Сейчас рядом с этой скульптурой находится наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Он нам расскажет, насколько жители столицы верят в мифическое существо и о том, насколько колебание температурных режимов все-таки влияет на жизнь якутян. Дмитрий, тебе слово. Добрый день, Василий. Ну, хочется отметить, что бык холода – это мифологическое существо, которое связывает Сэхэджил. Это, можно сказать, якутский Дед Мороз. Ну, согласно легенде, бык холода просыпается на берегу, на просторах Северного Ледовитого океана в октябре месяце. Тогда с приходом быка холода на территории нашего региона своим холодным дыханием он приносит холод и мокрый снег. Тогда у него еще нету рогов. Первый рог у него появляется лишь 8 ноября. Второй рог вырастает 21 декабря. Тогда здесь, на территории нашего региона и всего Дальнего Востока, наступают якутские трескучие морозы. Кончик второго рога заостряется 8 января. Мороз начинает набирать свою полную силу и начинаются крещенские морозы. И уже 31 января острые у обоих рогов притупляются морозы, слегка ослабевают. И вот 12 февраля у быка холода ломается первый рог. Морозы заметно ослабевают. 24 февраля ломается второй рог, и морозный период года заканчивается. Ну, тут хочется отметить, что температурные колебания в нашем регионе последние годы заметны, и это заметили не только жители нашего региона, в том числе и те министерства и ведомства, и те работники, которые свое время обычно проводят на улице. Как отмечают дорожники, зимние температурные колебания особо влияют на открытие автозимников. Ну а более подробно, с чем это связано, и вообще как влияют морозы на открытие и закрытие зимников, нам расскажет специалист дорожной службы региона. Колебания температуры, так сказать, сами понимаете, это очень сильно влияет на наращивание толщины льда у нас, и ввиду того, что в этом году по плановым датам мы успели вовремя все сделать, обустроить, пробить зимники, получается, а сейчас закрыто. В данное время у нас закрыты были дороги Сангар и Кобяй на участке 215-256 километр, получается. В связи с большими осадками и порывами ветра, достигающими до 20 метров в секунду, получается. В данное время ведутся работы двумя подрядными организациями на этих участках по открытию данных дорог, Сангар и Кобяй. Планируем на этой неделе завершить работы и открыть.
Также здесь хочу отметить, что буквально год тому назад, согласно, вот я только что посмотрел в социальных сетях, у себя я выложил в прошлом году, температура воздуха в это время достигала около 40 градусов. А в этом году, вот сегодня, получается минус 25 градусов. Ну, как влияет вообще вот колебание температурных режимов на жителей столицы? Более подробно они с нами поделились на прямой связи. Если считать занятия спортом, скандинавской ходьбой, это хорошо. Если считать, что для здоровья, это не очень хорошо. Это чем чревато? Потому что очень сильно меняется давление, то выше, то ниже, и пожилым людям это очень сложно. Я считаю, что это плохо, так как снова будет продление карантина, и болезни активируются, учитывая, что у нас началось снова потепление, к сожалению. Тем более порог же поднялся же до 53%. То, что потеплело, да, это плюс. Можно выходить на улицу, почаще гулять. Для тех, кто заболевание сердечное, давление скачет. А так тепло, прекрасно, в феврале уже 30 градусов, 17 вчера было. Это же неплохо. Ну, пусть будет хотя бы до 30, мы же не можем сразу так резко с 50 уйти на 30, да? И хорошо, и плохо, наверное. Ну, типа ватники можно снять, прикольно. Но, конечно, и с одной стороны и плохо тоже. Ну, вирусы. Это вообще, я хочу, чтобы так было всегда. Не, ну это же может повлиять на... Нет, конечно, нет. Это уже давно происходит, это вполне нормально. Если вспоминать детство 90-х годов, то какие были морозы, и, в принципе, мы чаще, наоборот, болели, и было все намного хуже. Я считаю, что это, наоборот, хорошо, и хуже ничего не произойдет. Ну, легенда, а скульптура, которая возведена здесь, на площади кинотеатра Центральный, пока стоит с обеими рогами, но мы видим то, что здесь, получается, левый рог уже притупляется, и, возможно, до конца этого дня этот рог отвалится. Ну, на этом у меня все. Более подробно узнаете в вечерних выпусках наших новостей. Василий? Да, Дмитрий, а мы, в свою очередь, расскажем о среднесуточной температуре в Якутске и других городах. Итак, в столице региона минус 24 градуса. Ветер слабый, 1 метр в секунду, давление 749 миллиметров ртутного столба, облачность переменная и без осадков. Переходим к Южной Якутии. В Алдане минус 18 градусов, ветер слабый, 1 метр в секунду, давление 707 миллиметров ртутного столба. В столице Южной Якутии, городе Нерюнгри, минус 17 градусов, облачно, ветер 2 метра в секунду, давление 694 миллиметра. Чуть холоднее в Западной Якутии сегодня, так в Ленске минус 22 градуса, облачно, без осадков, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду. А в Мирном облачность переменная, но температура воздуха еще ниже, минус 27 градусов, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Ну а на этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до свидания.